Сегодня в конференц-зале Национальной библиотеки звучат выступления на разных языках. Здесь, в преддверии выборов в органы местного самоуправления, собрались не только абхазские эксперты, но и гости из России, Южной Осетии, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Открыл встречу глава Центра избиркома страны Дмитрий Маршан. Мы пригласили вас для того, чтобы у нас на родине, в Республике Абхазия, обсудили электоральные процессы, избирательное право. Вы специалисты во многих областях, разбираясь в данных вопросах. Я думаю, что на этой площадке у нас будет возможность обменяться опытом. Тема международной конференции – выборы в многополярном мире, суверенитет, доверие и трансформация электоральных процессов. Конечно, в этих вопросах, особенно в эпоху глобальных перемен, важную роль играет международный опыт, отметили на мероприятии. И в эпоху таких глобальных вызовов мне хочется сказать, что доверие общества и трансформация всех избирательных систем, она, конечно же, является ключевым фактором стабильности государства. Общественная палата Республики Абхазия всегда выступала за открытый диалог, конструктивное взаимодействие. Мы уверены, что совместными усилиями, обмениваясь опытом, лучшими практиками, мы сможем найти эффективные решения для укрепления демократических институтов и обеспечения справедливых и прозрачных выборов. Как адаптировать существующую избирательную систему к различного рода трансформациям, сохраняя при этом ее надежность и легитимность. Именно поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы постараться вместе осмыслить эти вызовы, поделиться опытом и найти пути решения стоящих перед нами задач. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Павел Андреев подчеркнул, что Абхазия становится популярным направлением не только в области туризма, но и для деловых поездок. В своем выступлении он рассказал об основных вызовах избирательной системы, которые сегодня стоят в мире. Одна из тем – выстраивание диалога с молодежью. В России, и насколько я понимаю, в Абхазии, может быть, Дмитрий Зурович меня поправит, но процент молодых избирателей, он составляет порядка 25%. В то время как во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки процент молодых избирателей составляет 40, 60 и даже больше процентов. Если даже для нас, и это такая 25% это значимая цифра, то в других странах молодежь является подчас критической массой, от которой зависит легитимность избирательных процедур. И поэтому, наверное, неудивительно, что избирательные органы во всем мире крайне озабочены темой выстраивания диалога, коммуникации с поколением Z, с молодыми избирателями 18-35. Новые подходы к наблюдению за выборами в новом мировом порядке, принцип невмешательства и международное наблюдение, баланс в многополярном мире, национальные избирательные стандарты как важнейшая часть суверенитета страны, современные молодежные проекты в избирательной сфере. Международные эксперты представили доклады на эти и другие темы. Дипломат-основатель Международной дипломатической обсерватории из Итальянской республики Вито Гритани в Абхазии частый гость. В республику приезжает как на свою вторую родину. Вот и сегодня прибыл в Сухум на международную конференцию с докладом. Особенно радует, что конференция сегодня проходит здесь, в Сухуме. В начале этого года мы с моими коллегами из Италии уже приезжали сюда в качестве международных наблюдателей на президентских выборах, где смогли лично убедиться в приверженности Абхазии к стремлению развивать демократические стандарты в этой области. Мы убеждены, что без доверия невозможна демократия. Можно построить самую совершенную систему голосования, но если граждане не верят в ее честность, она теряет смысл. Поэтому главная задача наблюдения – укреплять доверие. Также в рамках международной конференции свои доклады зачитали гости из Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Никарагуа, Аргентины, Кении, Эфиопии, Сербии, Франции и Италии. Гугуца Вардания, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.